Я 2 недели не был около себя, Да, давать. да, капец, сам, Я брат. просто случайно, да, вот в последнее время зашел вот пару час назад. Да, Э, Хазар, не извиняйся, Хазар, не извиняйся, все нормально. Ой, Гоушек, фиш, воды. Просто мы должны уметь в разных форматах работать. Если туда заходит какой-то хайдулак жестко, с ним жестко оппонирует. Там. Так, шиши формат, чушуны, махвается. Всех малыш, армуса, ой, хуча, удерча, усерча, умасана, укрыза. Ой, Медведевич, оваций, он от нас не Doğru. убегает. Ага, дайы дурдук эти на разборке лайман машу чухауэл. Уже он достал уже, постоянно это провокация сейчас. И тогда мысли вслух. Так жестко, Аллаху Экбер ешься, он уже достал На, всех. насчет переворота разбор ту вашим. Да, да. А Завгай, просто, чтобы понимали, Мохкой, Завгай просто конченая падали шнырь. Просто не обязательно сейчас Мусе это говорит, Муса же вообще за него не решает. Эти Автурхановы, Завгаевы, вот эти все шныри, Гантимировы, это все шныри. Это шныри на самом деле. Это, Веня, да, Веня, ты представляешь, вот этот конченый насильник, как Муса его описал, вот это со всеми его регалиями. Вот его 26-го Русня запрягает, во главе ставит вот эти танки 72-го. 72-е, короче. Вот эту свою армию, его снабжает армией, короче, и запускает, запуляет его в город, вот, когда с 3 сторон они нападение сделали, и ему обещает там какую-то должность там. И вот таким образом, короче, и этого тоже они хотели потянуть, президента Шалажи. Но он вовремя среагировал, короче, и не подписался к этому. А вот этих вот ублюдков в этот момент они к нам засылают со всеми регалиями, которые перечислил Муса, и еще которыми мы не знаем. конечно, вайн хуш водусь, вай, поймайте, Махвай, Конституция ляц модуевая диджитал. Просто нам надо понять, что вот эти гниды, там, я, конечно же, не согласен. Конечно, для меня Саид Хасан Абу Муслимов, он подлый мерзкий предатель. Но я еще раз говорю, я в формате интервьюера с ним. Это его позиция, да. Мы за то же дали возможность ему рассказать. Пускай Саид Хасан Абу Муслимов услышит наши прямые эфиры, приходит, мы ему зададим вопросы, так же, как и Мусе. Муса же не должен отвечать за Абу Муслимова. Может быть, Муса не говорит, я был в Москве. Я вообще-то про него так грубо не хочу высказываться, да, потому что человек... Я хочу, потому что он Веня хочет, с чтобы он Жандарбиевым пришел к сидел. нему эфир, и поэтому Он с провоцирует. Жандарбиевым сидел и шариат устанавливал вместе с Ахьядом Идиковым. Вот эти люди, они устанавливали шариат. Я просто, чтобы как бы, ну, я о нем пока утаю молчать, ну, как бы задержу дыхание, да, потому что я, например, хотел бы с ним поговорить вот тоже, как с уважаемым взрослым человеком и посмотреть. Будем говорить, Вот, конечно. да, да. Ну, посмотрим, Гурдуан. А слишком грубо я бы не Надеемся, что он высказывал. придет. Надеемся, что он придет. Если он Я, придет, конечно же, мы дадим ему возможность высказаться. я надеюсь, что хотя бы в таком преклонном возрасте многие вот эти люди, они осознают всю пагубность той ситуации, в которой они тоже как бы участвовали. И я, да, что нагасан, военный преступник шалат. Ах, я не знаю, короче, нах бой ши отчука. А так, идеологически, ошибки, такие, как бы сила, наоборот, историю урма душу. Вот даже тот же Удугов, понимаешь, который впервые в 21 веке напал на кефиров, если бы он все бы вот это вот признательное, вот такое, Уолчина, ну, короче, признал бы, да, признался бы, исповедь сделал бы, я думаю, мог Рерцена мнение. Еще Ёлша и Гибняу, все эти с самого начала, как они, кто за этим всем стоял, что им движет, короче. И это многих вот наших людей, которые по сей день вот в этом радикальных вот этих вот в этом болоте радикальном пребывают, да, что они бы тоже осознали и могли вылезти из этого. Сега дух полезно, он да, ну, кажется, почему-то не хотят
Да, Значит, там, рыться в видимо, пушку, кто-то... Ибрагим, рыться Да, в да, пушку, да, да. видимо, да. Ibrahim, dek ahchakdan da tunensa. Рыться-то в пушку. Я мелдал камкелы қойсын, да, Вы, сколько бы это не болған бұл. Третье, цундер дүйцер, да, на них целая нация, кровь в этишу, цянка ци модур, хам холк модина. Вы кряды моду это одели. Харар буду лакшер, хайду лакшер, хос аршняч, масын мекя, аляха гвербош, леш мойор гейзли, да, тагана оказ хуйор, я реч бож, вот, и бач. Джамбулат Сулейманов, вот Байбарс говорит, не хочет он этому президенту Шалажи, не хочет, он вам, им нужен ЧДП, подавайте, видите ли, ему ЧДП. Вообще, Джамбулата Вушун от Зендерби слялю, шнырь. Чай, шнырь, да. Джамбулат готов с ЧДП вести эфир. Не надо, я им предложил не даже тебя, я задавай сказал, вопросы. Сюркани идите дальше, не надо ЧДП, не надо ЧДП. Не задавай Султаны. вопросы, Бусул Боева. Сказал, про ислам будем говорить, а не про демократию. Я сказал, будем суры и аяты обсуждать. Извините, пожалуйста, Вене можно задать вопрос один? Да, Чтобы немножко разобраться в ситуации по поводу Закаева. Что вы скажете по поводу Закаева и его движений? Православный Ахлу Сунна, и он агент Русни. Вот кто. Даже так, да? Представитель русской православной Ахлу Сунны, Ва Аль-Джама, Ислам, Коран и Сунна. Устраивает вас? Это четкая вот позиция чеченской нации. Мы говорим как есть. Мы не можем врать, говорить там одно дело, другое. Он агент Русни. Все те, кто стоят на позициях, исламских позициях, так называемых шариат, ислам, в какой бы форме это ни было, с какой бы стороны это ни было, эти люди, они являются проводниками, агентами России и ее политики в чеченском обществе, а эта политика вредит нашей чеченской нации, потому что ни один чеченец здравомыслящий, который имеет голову на плечах, не сможет сказать «я мусульманин», потому что все, что в исламе, все, что в Коране, все, что в этих сурах и аятах, это противоречит чеченской нации. Там нет ничего, чтобы совпадало с чеченской нацией. Вас устраивает такой ответ? Все прекрасно понимаю, абсолютная ясность. А кроме московитов, там какие еще-то вообще вот к вам туда с этой стороны влияния, там Дагестан, арабы, откуда они вообще берутся-то? И только Россия. Все идет с России. Все, что к нам заходит именно по линии ислама, Коран, шариат, в любых его формах, в любых его течениях, проявлениях ханафитского толка, шафиитского, маликитского, шиизм, любой, вот эти вот накашбандийцы, кадырийцы, суфисты, все это идет из России. Это рабская идеология, ислам, это религия рабов, потому что там с первых строк сураты аята говорится, вы рабы. Человек, который... Это, конечно... Да, конечно. Ну, только здесь вопрос уже стоит не только об исламе. Почему вот мне очень интересны эти темы, потому что тут стоит вопрос вообще по авраамизму в целом, как таковым, всем. Там, христианство, ну, иудаизм, естественно, как исток. Ну, вот. И этот вопрос вот и поднимается. Очень это. И тем более, вот я не особо разбираюсь вот во всех этих. Вот я, оказывается, узнал, что у вас 38 Коранов есть. Вот, не так давно. Ну, не разбирался я в исламе так подробно, но я очень хорошо разбирался в христианстве. Что из себя христианство представляет, почему это оно, что оно формирует, как именно оно формирует рабское сознание. Вот они там рабы-овцы, да, там смешанные с сыновьями, там гибрид у них получился. Ну вот, по всей видимости, у вас то же самое там в исламе творилось. Это не у нас, Дмитрий, это не у нас, это в исламе. Ислам не у вас же там ислам, ну когда там Шамиль там пошел, там же все дело началось именно с этой стороны. Век, Дмитрий, для вас вот конец 17 века началась полная исламизация Чечни с приходом России на территорию Чеченской республики. Да, это я все прекрасно знаю и прекрасно разделяю. Еще, чтобы вы понимали, ясность, чтобы мы, чеченцы, чтобы понимали, ну, для вас, как вы у нас сегодня гость, чтобы у вас не складывалось такое
ложное мнение о том, что мы говорим, или там неправильное понимание ситуации. Чеченцы исламу войну не объявляли. Мы не боремся с исламом. Это ислам с подачи России, с подачи Руси. Они нам его завезли, и с помощью ислама они нас порабощают. Они нам объявили войну через ислам и с исламом. А чеченцы защищают свое Богом, как говорится, чеченским Богом данное право. У нас Дейла, Сейла, Гела и такие другие боги. Право на то, чтобы быть чеченцами. Мы противостоим двум империям, в принципе. Арабскому халифату, именно вот эта идеология ислама, такая легкая, такая идеологическая экспансия через религию, через мысли, и военная, политическая, а также вот именно физическая экспансия со стороны Русской империи. Вот мы просто зажаты. Они нас сделали заложником вот этих двух идеологий. И выставили в глазах мирового сообщества чеченцев какими-то радикалами, исламистами. Да, у них это получилось, потому что есть в чеченском обществе те люди, которые не понимают, что с ними делают, и кричат во всеуслышание, рвут глотки на себе, рубахи, и кричат «я мусульманин, я мусульманин». Хотя абсолютно никаких общих ценностей у чеченцев с исламом и с арабами, а также с турками и другими так называемыми мусульманскими цивилизациями ничего общего нет. Вот такой вот вам ответ. Так, Я вижу, все Петя, прекрасно. туда Очень ушел. Извиняюсь, я думал, уже закончили. Нет, я хотел как раз продолжить эту тему, потому что есть что сказать по этому поводу. В принципе, я не сталкивался в других, моя тема, старая моя тема, это тема прозелитизма как такового в корне, то, что я сказал, прозелитизм, что вот навязывание своего, что вот авраамические религии и навязывают свое, и методология их навязывания, она, в принципе, повторяется там, от народа к народу. Это исторический цикл, абсолютно точно есть. Но вот сейчас я столкнулся вот с вашим движением, антиисламским движением. Давайте вот так говорить, потому что это антиисламское. Я могу сказать, Это не антиисламское движение, это прочеченское движение. Это две разные вещи. Мы, еще раз повторяем, не боремся с исламом. Пускай все наши соседи, пускай Россия, Российская Федерация, Российское физическое образование устанавливает ислам, шариат на своей территории, в Московских болотах, в Золотом Русском кольце, а также все соседи вокруг нас, которые себя называют мусульманами, пускай они проповедуют и исповедуют ислам, устанавливают законы шариата и Аллаха, но чеченцев пускай они оставят в покое. Вот мы что говорим, и все. Мы больше ничего не говорим. Мы не боремся. Я это прекрасно понимаю, и прекрасно, я почему и говорю о прозелитизме, что прозелитизм, чтобы они не навязывали свое, и что эти методологии, у вас же действительно военный фронт на этой почве, идеологический фронт на этой почве, и на самом деле, но актуальный вопрос именно в отношении самого борьбы, вашей борьбы сейчас вот с этим прозелитизмом, это и в частности с исламским миром, который пытается навязать вам свои ценности, чуждые вам, абсолютно чуждые, те же самые проблемы были там в христианских народах. И на самом деле, если включить эту методику борьбы, с проникновения, интеграции вот этих культур, чуждых культур, чтобы этого не происходило, вы являетесь на данный момент, эти группы, как я понимаю, показателем и, первопроходцами, грубо говоря, в этом направлении. Это очень важно. И на самом деле в этом отношении это касается не только ислама, а касается вообще всех авраамических религий, почему это очень интересно и актуально в текущей обстановке, общеполитической обстановке, потому что ценности, мировые ценности должны трансформироваться, они и начали уже трансформироваться. Поэтому на самом деле, это мои комментарии к тому, почему я здесь, если у кого-то возникнет вопрос. У нас вопросов никому нету, все могут приходить, все люди свободные, любого вероисповедания, любой расы, любого взгляда на этот мир, пожалуйста, добро пожаловать, но мы, единственное, что мы говорим, мы защищаем чеченскую культуру, чеченскую цивилизацию, и мы не боремся с исламом, еще раз мы говорим. Но те люди, которые приходят к нам с исламом, мы им рассказываем про ислам. Мы просто читаем аяты, суры из Корана и говорим им, это не наше. Это не наше, потому что все, что там написано, все противоречит, буквально все
противоречит чеченским традициям, чеченским многовековым традициям и обычаям. Понимаете, вот чем мы занимаемся. Именно так. И прекрасно это разделяю. При этом вопросы истории в этом моменте очень-очень важны. Как я вообще подошел к чеченцам, это огромная, большая тема, к вам подошел, именно к вашей истории. Потому что здесь соединяется и север, и восток, и запад, исторически, глубинные корни. Подошел к этому благодаря вашему языку. И поэтому исторические моменты, исторические вопросы очень важно рассматривать в этом контексте. Потому что идет же тотальная фальсификация истории. И это нужно выявлять, и нужно это. И вот, в частности, ваша история, это, грубо говоря, история расселения кавказской расы, там, расселения аланов. И до того, вот в Германии был фильм один снят, документальный, который основанный на исследованиях расселения с Кавказа, именно с Кавказа. Откуда там вообще кавказская раса, да, все белые люди. Откуда мы идем-то? Оттуда идем. Вот это, это очень глубокая тема, которая на самом деле объединяет народы, в частности, другие народы с вашим народом, исторически. Да, я знаком с этими гипотезами научными, что вот с Кавказа пошли там кавказцы, там это все. Но это, конечно же, очень интересно, но, как вам сказать, у нас сейчас вот на данный момент у нашей чеченской нации стоит вопрос жизни или смерти. Или мы выкорчевываем, уничтожаем полностью на корню ислам в чеченском обществе и освобождаемся от этой русской православной оппозиционной идеологии, который нам насильно, именно военным путем, идеологически, финансово, морально, психологически навязывает Россия, потому что этим занимается Россия, или мы просто погибнем и исчезнем с планеты Земля. Это у нас вопрос жизни и смерти. На данный момент мы просто не можем заниматься чем-то другим, к сожалению. Кстати, если вам интересно, в этих вопросах очень сильно любит интересоваться Тесла, который у нас здесь в гостях, и Пармат, а также на площадке Ламан Марзу. Там они обычно бывают тоже часто. Они очень любят беседовать на эти темы. Да, им это нравится на самом деле. Да. Кстати, Тесла, я вам включаю микрофон, но он почему-то у вас не включается. Я думаю, проблема техническая. Зайдите, выйдите, ваш микрофон будет включен, если хотите что-то добавить именно к Дмитрию. И Пармат, я думаю, нас тоже слышит. Он очень сильно любит историю. Он этим занимается, можно сказать, на профессиональной основе. Дмитрий, если у вас есть комментарии, говорите. То, что вы сказали, что если это все от московитов идет, есть православные церкви, что это они, через свои каналы. Вы путаете, извиняюсь. Это почему мы говорим русское православное? Потому что ислам, он на службе у России. Это какой-то термин специально, чтобы наши чеченские, так называемые мусульмане, понимали, что то, что они верят, это на самом деле является синонимом православия. Чтобы они задумались, и это ислам, это, понимаете, игра слов, но игра умами и мыслями. Ислам – это есть православие в глазах России, в руках России. Это оружие, инструмент воздействия на наше чеченское общество. Изнутри и снаружи. Они разрушают нас со всех сторон. И чтобы наши простые обыватели, чеченцы, малограмотные, такие, которые не понимают, чтобы они подумали, это синоним православия, понимаете? Но это не значит буквально, что Россия нам навязывает православие, вы понимаете? Конечно, я это прекрасно понял, и со своей стороны я могу помочь, на самом деле, раскрыть сущность православия, что оно из себя представляет. Это общество каннибалов духовных, это общество трупопоклонников, и из всего этого вытекающее. Что из себя представляет православие, я прекрасно знаю. Не только православие, там, католицизм, в частности, православие. Если это актуально, я могу, на самом деле, показывать этот вопрос. В этом наши интересы могут соединяться. Православие нам знакомо, но оно нам, как само по себе, не угрожает, потому что это не является инструментом России в чеченском обществе. Но это православие, оно им помогает наускивать эту всю массу, эту людей,
северного соседа, который над нами нависает. Потому что вот этими призывами, защищая веру православную, они вот эти вот тысячи, миллионы людей накидывают на эту маленькую чеченскую нацию, которую они тоже провоцируют своим же исламом, который они навязывают, провоцируя в умах наших чеченцев, вместо того, чтобы работать на интеллектуальном уровне, именно мысленно, именно научный такой подход, именно философский, чтобы бороться с этой империей, они нас загоняют в эту матрицу именно физического противодействия, борьбы против этой огромной массы людей, дают нам немножко оружия, именно вот эти автоматы Калашникова, которые еле как к нам доходят. И таким образом они провоцируют так называемое сопротивление со стороны чеченцев, что дает в глазах мирового сообщества, именно цивилизованного, развитого сообщества, нас уничтожать со всех видов вооружений. Понимаете? Они нас убивают как кроликов. Понимаете, как кроликов. У нас нет возможности противостоять этой массе, этой махине. Но они нас уничтожают. И весь мир закрывает потом глаза, говоря, вот, смотрите, эти бешеные варвары, бородатые, не понимающие, что такое жизнь, что такое технологии, что такое цивилизованный мир, чеченцы, которые только жаждут убивать так называемых неверующих. Понимаете? Вот и этим они пользуются. И им выдается карт-бланш, как говорится, на уничтожение, геноцид чеченской нации именно в глазах цивилизованного мира. А для нас очень важно, чтобы Запад понял, что наша борьба – это борьба за общечеловеческие ценности, что мы боремся за права человека, за фундаментальные ценности именно человечества, развитого человечества. Право на жизнь, право говорить на своем языке, право жить в своей стране, право на свободное передвижение, право на частную собственность. Ну, декларация прав человека, понятно. Совершенно верно. Универсальные права человека. А в этом контексте, в том, что вы говорите, борьба, можно использовать на самом деле на международном уровне примеры, исторические примеры геноцидов и этноцидов других народов, в частности, Volksdeutsche, то есть, в частности, вот моего народа. Что они сделали в Казахстане? Вас-то выпустили в 56-м, а нас выпустили в 92-м. Почему я могу говорить от моего народа? Потому что я участвовал в процессах реабилитации моего народа тогда, когда сначала было в 89-м году подавался документ, и в этом участвовал, подача там съезд был собран в Видергебурт, потом подавалось заявление в Кремль о реабилитации народа. Нас тогда Горбачев не реабилитировал. Реабилитировал позже, в 92-м. К тому моменту, когда уже произошла реабилитация, что осталось от народа к 92-му году, с периода с 41-го по 92-й. Это наглядные признаки этноцида и геноцида. То есть народа не осталось. Когда очень много уезжало из Казахстана, там ехало в Германию, там корпорация, там больше, вот эта Видергебурт организация, моя мать участвовала в организации, в организации этих движений. И поэтому я могу говорить, что на примере нашего народа можно, на самом деле, на международной арене показывать вот методики, конкретные методики геноцида. Вот то же самое они сейчас делают. То, что касается религии внутри народа, также были задействованы рецепторы межконфессиональных расприй между католиками, православными и лютеранами. Понятно, что большая часть там немцев было лютеранами, но также те, кто был католиками, кто был православным, также были задействованы вот эти вот рецепторы, разделяя власть. Вот и эти примеры, на самом деле, можно учитывать на международной арене, потому что это же международный вопрос, учитывать для предоставления какой-то вот такой вот, раскладов, как есть. Понимаю, нам история немцев известна, потому что со времен Екатерина занялась усиленным массовым, заселением одновременно, а также привлечением немецкого населения, именно немцев, как бургеров со своими семьями, и заселять именно по Волжье для того, чтобы вытеснить именно такое коренное азиатское население, потому что Волга является таким естественной, естественной географической границей между Востоком и Западом, в принципе, Азии. И таким образом она одновременно убивала, как говорится, несколько зайцев одним выстрелом. Во-первых, хорошие, трудолюбивые, цивилизованные такие, знаете, более-менее в то время образованные все-таки немцы, которые дисциплинированные. И одновременно создается такая буферная зона между азиатами и европейской частью России. И немцы
далеко выброшены за пределы своей исторической родины, себя ассоциируют все-таки с европейской цивилизацией, царица Екатерина, и они верой и правдой служат Российской империи. Но потом, как вы говорите, во время вот этих вот послереволюционных событий, Советский Союз, это называется страна в то время, но она такой оставалась Российской империей. Просто название меняется, сущность остается одна. Они вас выселили куда? Дальше еще в Азию. Репрессировали, как говорится, и в Казахстан, и туда дальше, в Среднюю Азию. А вы говорите, вас выпустили. Нас не выпускали, так же, как и вас. Мы просто приезжали, чеченцы приезжали, и поэтому заданы были эти вопросы Мусе Темишеву, чтобы люди понимали, как они приехали. В 1957-м они не давали полностью разрешения. Они сказали, вы можете просто выезжать. И этим воспользоваться, вот эта масса, поток ринулся, этих людей ринулась, вот эта вот масса обратно на свою историческую родину. Поток был таким большим, что они не смогли его удержать. А вы только в 92 году, как говорите, с развалом Советского Союза, после падения железного занавеса, смогли вернуться те, кто хотел, конечно же, на свою историческую родину. Все вот эти Мюллеры, все вот эти Геринги, вот эти вот Шмидты, которые жили в Средней Азии, Германии, которые себе задавали вопрос, а что я делаю здесь, в Казахстане или в Средней Азии, все эти немцы себе задавали вопрос. Извините, я не поправлю, историческая родина, да, это Германия, там это, но сама Республика Поволжья, она была деформирована, и юридически. Это верно, да, это является вашей исторической родиной, потому что вы там родились и выросли в 4-5 поколении. Но, к сожалению, у вас все разрушили. Вас сами туда завезли они, а потом вас же и разрушили, вас же и репрессировали. И вы, как говорите, вы пошли в Верховный Совет или куда там, Горбачеву, вы пошли к каннибалу, к своему палачу сказать, помилуй нас, ты нам отрубил голову, ну теперь сделай так, чтобы снова ее приклеить. Такое не бывает. Это и есть, я уже говорил об этом, это и есть наш позор на самом деле, что мы стали называться советские немцы, русские немцы. Это да, вот что с нами сделали, с нашим народом, благодаря вот этим процессам геноцида. Я говорю об этом, я открыто говорю об этом, что на самом деле, как можно называться советским немцем? Ну, я говорю, вот, чеченцы, есть советские чеченцы там или русские чеченцы? Ну, как это возможно? Это же, что там в голове должно у людей было, то есть у людей перемололи. А то, что мы находились действительно на территории Поволжья как буферная зона, и что мы претерпевали вот это вот влияние и являлись этим, на самом-то деле это аналог с той буферной зоной, которая сейчас на самом деле находитесь вы. Это же тоже буферная зона. Только не в первую очередь вот на религиозной границе. Совершенно верно. Империя не меняет своих методов. Они меняют свою как вот именно стратегию, но методы практически не меняются. И я закончу свою мысль. Я никого не говорю лично, вот немцы такие пошли, такие добрые, мирные, советские, русские немцы, там со Средней Азии, с Казахстана. Вот нас же репрессировали так неправильно, мы же не виноваты. Давайте пойдем к хорошим вот этим руководителям в Москве, чтобы они нас реабилитировали, понимаете, вот это само слово позорное. Реабилитируйте нас, понимаете, вот чеченцы тоже говорят, нам не нужна их реабилитация, нам нужно, чтобы они просто оставили нас в покое, ушли за Дон. Оставьте нас в покое, не надо нам ваша ни реабилитация, мы сами разберемся с вами, а репрессировать никто не имеет права, никого. Это что-то, вообще, что это за термины античеловеческие, антигуманные? Репрессировать кого-то. Это как это понимать? Вы меня сегодня заходите в мой дом, Дмитрий, и вы меня репрессируете. А потом я прихожу к вам же через лет 50, в 3-м поколении, и прошу у вас же, пожалуйста, реабилитируйте меня за то, что вы меня репрессировали. Вы понимаете? Вот в том-то и дело. Да, позор, это просто позор. Это кошмар, что-то сотворено. И это пример, это называется этноцид. Да. Этноцид, это прецедент этноцид. Совершенно верно. И это должно нам служить примером того, как они промывают мозги и уничтожают саму идентичность тех людей, которых они уничтожают. И они так их перемалывают, что те уже принимают как данность тот факт, что они уже на самом деле уничтожены и идут снова же на поклон, становясь еще больше рабами своим палачам.
Именно Понимаете? так, и исторические примеры, и тому исторических примеров я могу говорить не только за Поволжье, я могу говорить и за прибалтийских немцев, что Российская империя, не Советский Союз, а Российская империя делала тогда, когда пришла в Прибалтику со своей протекцией. Наверное, дорогой Дмитрий. Вообще, вы очень интересный... Нет, на самом деле, вы очень интересный собеседник, Дмитрий. Вы не хотите нам дать интервью? Ну, как-нибудь, вероятно. Почему бы и нет? Вообще, Ну, у вас бывает свободное время? Вы очень интересны. Не, на самом деле, вы очень, как бы, для нас познавательный, хороший гость. Благодарю. Ну, может быть, как-нибудь, ну, спишемся, поговорим. Подождите, давайте мы вас сейчас... Ваш покорный слуга отправит вам сообщение какое-нибудь, чтобы мы как бы уже имели контакт. Хорошо? Вы вообще... Я так понял, вы все-таки занятой человек, вы работаете, я так понял. Я занимаюсь, у меня нет, у меня много свободного времени. Ах, вы художник, я так понял, именно такой, ну, свободный. Ну, ну, можно сказать, и художник. Там надо меньше такой, знаете, современный, аргентинский. Что там в Аргентине? Оля, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas noches. Если А ты todo está tranquilo. О, красиво, красиво звучно. А если не секрет, вот просто так, ну, навскидку, уже сколько лет вы приблизительно там живете в этой Аргентине? 17 лет. Ну, не в Аргентине, но в этих краях. Понятно. Альбисиесту поддерживаете? Что? Альбисиесту поддерживаете? Альбисиесту, вот этот национальный футбольный. Да не, у них здесь своя культура, у нас здесь своя культура. Ну, здесь немецкие регионы есть. Да, вас много же все-таки ну, как бы, да, там немецкий регион. Вы как бы... Да, здесь наши живут из Волгодойча, тоже из Волги. Они приехали как раз в начале 20 века сюда. И очень интересная история. Вот насколько разные люди, вот те, которые представляются Волгодойча вот там, да, сейчас. Ну вот, и те Волгодойчи, которые здесь, в 20 веке, до этих репрессий. То есть, ну, это небо и земля. Разные. Я очень хорошо знаком с немецким вопросом, на самом деле. Я как бы не посчитайте это за нескромность, но я с немецким вопросом очень хорошо знаком. И те немцы, которые раньше туда переехали, по сравнению с теми, да, это очень большая разница. Я на самом деле... я знакомлюсь с чеченским вопросом, с вашего позволения. Это является большой проблемой, именно реинтеграция вот этих тех немцев, которых вот они сделали манкуртами по своей сущности, на самом деле, вот именно как русские, советские немцы, чтобы они стали нормальными, на самом деле, немцами, именно такими, какими они были, есть и должны быть. Это очень тяжелая проблема для немецкого общества и для немецкой нации в целом, на самом деле, как этноса. Но почему я сегодня и задал вопрос по поводу Михаила, ну, то есть парламентского принципа, парламентского управления и народного права, потому что римское право действительно является, структурой, которая мешает развиться народному праву. Ну вот, а как выдвинуть народное право? Вот для этого на самом деле и нужно подумать, что же нужно делать, как это может быть. И может быть вот на вашем примере можно будет действительно включить какие-то рычаги. Но, знаете, это тоже как бы оружие о двух, как это говорится, о двух концах. Вот немецкое общество, как нация, само тоже формировалось именно из вот этих лендов, вот эти разные княжества, там потом города-государства. И только во время Первой мировой войны, только как Германия, она сформировалась, потому что Пруссия была доминирующим именно центром, именно военным вот этим политическим ядром Германии, немецких вот этих именно территорий, немецкоговорящих вот этих людей. Они всегда хотели как бы объединить, но все эти свободные немецкие земли, у них был как бы общий союз, и они должны были вступать именно в поддержку, в помощь, если было какая-то была угроза или война с внешним каким-то противником. И поэтому они в какой-то мере спровоцировали войну с Францией для того, чтобы смочь именно всю эту немецкую массу, вот эту вот махину разных людей, разных вот этих вот землей государств воссоединить. И в принципе
Они только в тот момент, вот 1914-15 годах, Германия образовалась как одно единое политическое государство. Ну, вы говорите о Бисмарке, о политике Бисмарка, Да. понятно. Ну, если даже Да. брать эти... Да. А если брать народы, которые сейчас проживают, народы, да, ну, я говорю уже народы, ну, как бы один германский народ, Deutsche, да, ну, вот, но народы, даже языки, там разные языки в разных провинциях, ну, свои диалекты, в принципе, вот у вас тоже есть свои диалекты в каждом племени, то же самое и у нас. Да, я Да. очень хорошо, ну, я стараюсь, по крайней мере, интересоваться, потому что есть у вас вот эти вот именно разные диалекты, очень сильно у вас развиты, но это схоже немножко к чеченской нации, хотя мы, конечно, малочисленны по сравнению с немцами, даже в Германии больше 80 миллионов именно населения, а там по всему миру у вас очень много, но у нас тоже есть вот эти так называемые военно-политические союзы, тукумы называются, и потом тэповые разделения, потом еще там всякие ветви, отделения, и у каждой как бы группы свой, ну и каждого ущелья, горы, там долины свой какой-то диалект. В принципе, мы с чем-то схожи. Но я что хочу сказать. Вот эта вот именно форма парламентская, она, с одной стороны, хорошая, потому что как бы у всех права есть, а с другой стороны, она и наносит вред этой нации, потому что она не дает этой нации как единому целому организму развиваться и идти в какой-то, вы знаете, какой-то выбрать вектор развития, потому что все тянут влево, вправо, вверх, вниз, и нету общего такого, знаете, вот. Поэтому и Бисмарк старался именно, и последователи его, после него вот этот вот великий, так называемый фюрер, все они старались, почему? Чтобы нацию именно создать. И вот именно в процессе вот этих войн и нация, вот она как есть, сформировалась, она стала одним единым монолитом. Поэтому, Ну, вы говорите о принципе вождизма, да, я понял, о чем вы говорите, то есть принцип вождизма. Да. Но ведь же и у вас же были продвинутые личности вожди. То есть, как есть парламентская система Мехел Круг или Тинг, то, что было у нас, но также есть и вожди, ну, то, что есть в северной традиции, да, там ярлы, ну, конунги это уже позже, ярлы, то есть, как бы вождь, это не конунг, там, король там сидит, и это, но люди, выдающиеся люди, которые продвигали что-то вот в этих обществах, избранные при этом. Ну, понимаете, еще раз, это надо, как бы, как вам сказать, относиться с настороженностью к этому. Потому что в чеченском обществе, ну, я буду как бы и чеченское, и немецкое, как бы, мы сравним, вот именно принцип вождизма, этот человек, он выдвигается народом. Если его народ не выдвигает, в принципе, он не будет никогда вождем. Понимаете? Даже если он силой захватывает власть с помощью России, допустим, мы берем на сегодняшнюю современную ситуацию, то народ его все равно как вождя не принимает. Он просто диктатором становится. понимаете, о чем речь? Авторитарный диктатор, именно авторитарный. Ну, конечно, да не, это постановочные все эти... Я беру за пример исламское общество, там, где был возобновлен вот этот исторический. Я считаю, по тем линиям, которые я провел историческим, я считаю, что источником вот этого демократического круга, Тинга, Родина, где самый первый Тинг был, это была Чечня. В частности, я дошел до Цой-Пиде, где был, по всей видимости, там находился первый Мехел, первый Тинг, и потом уже после расселения народов, это первый Тинг, если он был, то вот это было где-то примерно 2500-2600 лет назад, и потом после расселения народов этот принцип потом перекочевал и в северные народы. В результате переселения, в частности, там есть конкретное указание, кто конкретно куда двигался. Это даже не аланские переселения, это раньше намного. Это как раз поздний период кабанской культуры у вас там был, оттуда вот пошло расселение. Мы, пошли оттуда, на север. Но возобновился этот принцип, вот такой в чистом виде, в Исландии. И в Исландии как раз и был вот эта вот выборная система. Да, действительно были вожди, но и при этом парламентская система, система Тинга соблюдалась. Но сейчас она тоже превратилась там в какое-то в Исландии, хотя Исландия сейчас, замечательная вроде страна, с одной стороны, но с другой стороны там тоже свои минусы есть под влиянием вот этой вот римских традиций. Римского права, так сказать, против которого на самом деле... Да, Дмитрий, это нужно всегда вот золотая середина. Если чересчур викингский такой вождизм, то это чересчур давит на общество, это превращается в диктатуру. Если чересчур много прав у каждого,
тогда не бывает общих ценностей, понимаете, да. Вот поэтому Исландия, как вы говорите, является ярким примером того, что они стали чересчур левацкими, и свою национальность, самоидентичность, в принципе, но мы несем взгляд, как бы, у нас взгляд со стороны, снаружи, может быть, у них все хорошо, там, мы не критикуем Исландию, но есть там, вот видно, вот именно в скандинавских странах чуть-чуть вот они теряют свою идентичность, потому что чересчур они поддаются вот этому влиянию, вот, левацкому, все, везде peace and love, как говорится. Либерализм, вот этот либерализм абсолютно безумный. Надо Да, да. сохранять все-таки свою идентичность. Надо уважать другие нации, культуры, принимать их, пускай приезжают, работают, но все-таки надо свою вот идентичность сохранять. Это очень важно. Да, именно так, именно абсолютный унисон. И вот ваш пример на самом деле и должен в итоге, по идее, ну я не должен, но я хочу, чтобы так было для других народов, если у вас получится вот это вот все балансировать. К сожалению, у нас очень слабо получается. Последние 30 лет мы практически все потеряли. Вот поэтому я и хочу, на самом деле, всем, чем могу, помогу в этом процессе. А вы что, были в Чечне или не были? Вот вы сказали, Цойпеди, я там был. Да нет, я в Чечне самой не был, в Кавказ я знаю по Абхазии, я был, мне 14 лет было, я в Абхазии жил одно время. Но до Цойпеды я дошел, вообще до Аргунского ущелья, вот в частности, почему меня заинтересовала история Тейпа-Чианти, потому что, ну, это там их земли. И через историю. Сначала там начал с Тура Хейердала, да, там всего саги об инглингах, там что как шло, потом нашел другие источники, которые привели, на самом деле, меня на Кавказ. А потом, когда я уже стал смотреть, куда там на Кавказ мне идти, ну, меня все туда, вот, к вам туда. И я вот нашел этот вопрос, потому что, ну, она же идет через через военно-грузинская дорога, исторически, я историю искал. Военно-грузинская дорога, там же по этой дороге, там она же насчитывает, я не знаю, там сколько тысяч лет по ней ходили все. Ну вот, и именно через нее были волны переселения из Анатолии, в частности из Мидии, сначала к вам, а потом уже и там дальше расселение там на Азов, там в Гордарику и на северной части уже, то есть Северная Германия, Дания, Норвегия и так далее. Ну, вот, это подтверждается рядом раскопок, рядом, плюс еще подтверждение идет по вашей, по лингвистике, по вашему языку, потому что, в общем, это он абсолютно уникальное явление, несмотря там на какую-то группу, но те названия, например, которые есть у нас, мы сами не понимаем, что это такое. Ну вот, а ответу есть у вас. И таких этих совпадений я потом, вот мы, ну, если будем на контакте, я там собирал там около 3 лет назад архив по этому поводу, по истории, по лингвистике, ну, все материалы. Там я на ссылки на академические источники и там какие-то вот такие вот просто гипотетические какие-то гипотезы. И, ну, много собрал, короче, если хотите, я потом с вами поделюсь. Знаете что, мы как-нибудь с вами договоримся, сделаем обширное с вами интервью в форме диалога, именно вот в таком формате. Вопрос, там, ответ, развернутый, там, как-то вот с ссылками на какие-то ваши документы, то, что вы собрали. Это будет, я думаю, интересно и познавательно также и для вас. Если у вас какая-то площадка информационная, вы сможете это выставить у себя, а мы выставим у себя. Пускай люди знают, пускай думают, размышляют. Возможно, мы ошибаемся, вы где-то ошибаетесь, я ошибаюсь. Но это не важно. Главное, чтобы была дискуссия. Понимаете, о чем речь? Конечно, я же не претендую на какую-то вот там истину в конечной инстанции. Я ищу, потому что я вижу очень много фальсификаций, очень много подлогов именно по истории, по самой истории. Чтобы какой у нас есть инструмент, чтобы это все дело выявить. Ну, логика, да, логика, соотношение. Вот плюс еще у нас есть генетика в подспорье, плюс у нас есть расология, антропология, плюс у нас есть камни, артефакты, да, какие-то найденные, археология. Ну вот, и складывая вот все эти, это можно, конечно, делать какие-то выводы и говорить, что вот, это все однозначно так, но это приводит, на самом деле, к печальным последствиям порой, и начинаются определенные лишние какие-то доводы, выводы, поэтому утверждать что-либо, пока все не сформировано вот так вот абсолютно однозначно, естественно, нельзя. Поэтому диалог в этом русле нужно вести. Диалог, делиться опытом, делиться знаниями. Тем более произошло соприкосновение вот таких культур, как северная культура
и кавказская культура вот у вас. В частности, вот чеченская культура и история. Ну вот, и здесь действительно нужно искать общие моменты, общие соединения исторические, лингвистические, археологические, антропологические. И это, на самом деле, ценнейшая работа может быть для будущих поколений. Конечно, конечно, это важно. Да, то, что вы говорите, это очень интересно и важно, на самом деле. Потому что мы должны изучать свое прошлое, для того, чтобы понять, кто мы на самом деле есть. Именно так, именно так. А вот это христианство, ислам, иудаизм, авраамические религии стирали наше наследие. Они потому что вот, все возвращается в свои обратно. Но они все пришли в Древней Азии, конечно же, они нам чужды. Что, ну как можно? Ну, посмотрите, где Кавказ? Какие Я доли? понимаю ваш смех, потому что это больной вопрос. Это реально больной вопрос. Ну, просто смотрите, где Кавказ, где Чечня, какие горы нас отделяют, там такие неприступные. Даже сегодня с нашим оборудованием современным, это практически невозможно перейти. И они такие мифы рассказывают, как будто мы туда ходили с одной комнаты в другую, заходили и выходили. Понимаете, какое расстояние до того времени? Что, поэтому, говорю, а тем более, где Германия вообще? Где Германия? Где северные племена? Что общего с христианизмом у северных вот этих вот, как они говорили, варваров, закутанных именно в шкуры убитых ими же зверей, в черных лесах именно дубовых Германии? Понимаете? Да, это правильно вы говорите. Ну, навязали, да, потеряли идентичность. Ну, что поделаешь? Будем возвращаться к своим истокам. Именно так. А истоки, я утверждаю, истоки – это Кавказ. Да, возможно. Вы понимаете, я не буду утверждать, потому что мы, как бы, чеченцы с Кавказа, и это будет каким-то бахвальством, самохвальством. Мы будем говорить, обсуждать. Мы посмотрим. Слушайте, давайте, дорогие друзья, мы на этом, как бы, сегодня закончим. Дмитрий, будем на контакте. Когда у вас будет свободное время, сделаем хорошее обширное интервью с вами в форме беседы, диалога. И мы оставим наших гостей. Кстати, если хотите продолжить беседу, есть еще одна площадка Ламан Марзу. Пожалуйста, заходите туда. Я знаю эту площадку, да. Я хочу еще раз, да, действительно, можно очень много говорить, но я хотел бы попрощаться, поблагодарить вас за предоставленный эфир. Всех благ вам. Все, всем благ, я вам в частности, а также благодарим всех наших слушателей, участников и всех наших подписчиков. Огромное вам спасибо. Адикаршу Маш Оль.